Прежде чем приступить к беспарашютному десантированию, спасатели перепроверяют состояние троса. Способ, которым заматывают веревку, профессионалы называют бесконечным. В таком виде его трудно развязать, однако уже при сбросе он разматывается сам по себе. Приземление все как учили. Ноги вместе, ступни параллельно земле. Вертолет уже виднеется на горизонте. Инструктаж проведен, проверено и оборудование. К предстоящему спуску спасатели готовятся как физически, так и морально. Беспарашютное десантирование хоть и выглядит захватывающе, но требует высокого профессионализма и не дает права на ошибку. В первую очередь направляется к вертолету. Всего на учения задействовали 30 спасателей со всего региона. Их разделили на две группы. В полном снаряжении десантники должны двигаться быстро, ведь на счету каждая минута. Спасатели, которые только пришли на службу, спускаются с 10 метров, а уже более опытные с 20 и выше, чтобы вспомнить свои навыки. Далее вертолет наберет свою максимальную высоту и пойдет на 40-метровку. К своему первому в жизни спуску готовится и Оксана Цыганкова. В команде спасателей она чуть более 4 месяцев, но за столь короткое время она доказала, что готова справиться с любыми преградами. Очень дружно приняли в свой коллектив. Немного, конечно, сомневались в том, что стоит ли принимать на такую сложную работу женщину. Но я изо всех сил буду доказывать, что я, скажем так, смогу и способна работать спасателем. Внутри вертолета также повторяется инструктаж и перепроверяется снаряжение. Пока один спускается по тросу, другой страхует на земле. Такие учения важны, особенно в преддверии весеннему сезону, ведь во время настоящей стихийной угрозы от работы спасателей будут зависеть жизни десятков людей. Во время весеннего половодья ледохода бывает, что вот рыбаки, охотники, они остаются в ледовом плену в островах наших рек, и поэтому приходится вытаскивать их вот таким способом. Беспарашютным десантированием. Это касается и подготовки к пожароопасному сезону. Во время тушения крупных возгораний, когда путь к лесу преграждает пламя, единственным способом остается заход с воздуха. Поэтому тренировки будут проходить регулярно. Иван Кривошапкин, Виктор Рукавишников, Вести, Якутск.